Добрый гун будар хизепле юлдашсем пирентюре эфира. Погаганзем, хавах пударовых нейродаганзем, сылвах сунат парсыре пурнеде. Добрый день, уважаемые зрители нашего прямого эфира, трансляции нашего мастер-класса. Приветствуем всех любителей фольклорного творчества. Особенно нам хотелось бы поприветствовать наших коллег из Башкортостана, Татарстана, Самары, Пензы, Ульяновска, города Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии и всех-всех-всех, кто смотрит нашу трансляцию. Перед вами заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный фольклорный ансамбль «Уяв» централизованной клубной системы города Чебоксары. В этом году этот уникальный коллектив Чувашской Республики стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который прошел в номинации «Традиции» и получил грантовую поддержку в размере 2 миллионов рублей. В декабре коллектив будет представлять Чувашскую Республику в Москве на гала-концерте фестиваля-конкурса. А сегодня мы увидим мастер-класс народного фольклорного ансамбля «Уяв» и познакомимся с их мастерством. Для открытия нашего мастер-класса и приветствия участников мы приглашаем на сцену заместителя министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Татьяну Васильевну Казакову. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей интернет-трансляции. Чувашская Республика приветствует вас на мастер-классе заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, народного фольклорного ансамбля «Уяв» централизованной клубной системы города Чебоксары. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии правительства России «Душа России» Зинаида Алексеевна Козлова. В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. Главная цель конкурса – это поддержка национальных культур народов России, укрепление дружеских связей между народами и, конечно же, поддержка творческих инициатив населения. Мы прекрасно понимаем,
что стать частью этого грандиозного проекта, с гордостью представлять свой регион – это не просто победа. Это еще и бесценный опыт для того, чтобы заявить о себе на всю Россию. От всей души благодарю правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, Государственный Российский дом народного творчества, которые являются учредителями Всероссийского фестиваля конкурса. Конечно же, поздравляю всех победителей, желаю вам вдохновения, творческой энергии и всего-всего самого-самого лучшего. Все, что вы хотите себе пожелать. И в первую очередь, хочу, конечно же, пожелать вам здоровья, вам и вашим близким. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех вас 24 июня 2022 года на юбилейный 30-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Я думаю, все с удовольствием приедут к нам. Спасибо вам большое за теплые слова, Татьяна Васильевна. Ну, а мы, друзья, сейчас познакомимся с историей создания фольклорного коллектива «Уяв». Народный фольклорный ансамбль «Уяв» является одним из уникальных коллективов носителей многогранной, самобытной этнической культуры, бытовых традиций, обычаев, обрядов чувашского народа. Основателем и бессменным руководителем коллектива является заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии России «Душа России», профессор Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева Козлова Зинаида Алексеевна. Концертмейстером, аккомпаниатором уже более 23 лет является заслуженный работник культуры Чувашской Республики Кириллов Эдуард Васильевич. Как я пришла к народному пению? Мы с детства пели в чувашской деревне чувашские народные песни, русские народные песни и татарские также, потому что мы здесь, в Поволжье, много народностей и народов живем. Я свой путь профессиональный выбрала. Уехала в Москву, поступила в Гнесинское училище в отделение руководителей народных хоров. После этого продолжила в Государственном Волжском народном хоре. Отработала 3 года, поступила в консерваторию ко Льву Львовичу Христиансену, Саратовскую консерваторию. И потом, естественно, после консерватории я приехала в свою родную Чувашию в 1983 году. В 1985 году организовала свой собственный фольклорный ансамбль, который назвала «Уяв». Коллектив стал вести плодотворную деятельность по возрождению и пропаганде старинных чувашских обрядов и праздников. В целях пополнения репертуара Зинаида Алексеевна периодически выезжала в экспедиции не только в районы республики, но и в регионы с компактным проживанием чувашей. Ею записаны и расшифрованы сотни фольклорных песен. Многие из них вошли в репертуар ансамбля, изданы в сборниках, записаны грампластинки, аудиокассеты, компакт-диски и хранятся в фондах чувашского радио и телевидения. В 1987 году коллективу ансамбля было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». С целью приобщения детей к этническим ценностям чувашского народа при УЯФ были созданы коллективы-спутники – детский фольклорный ансамбль «Пелеш» и студенческий фольклорный ансамбль «Урай-Чечеки». Эта триада из фольклорных коллективов разных возрастов питает зрителей глубиной, творческой энергией чувашского народа, которая передается из поколения в поколение в песнях, танцах, традиционных обрядах. Большую работу Зинаида Алексеевна вместе с коллективом проводит по популяризации народного искусства, организовывает семинары, творческие лаборатории, читает лекции в Чувашии и других регионах России. На базе УЯФ проводятся регулярно республиканские и региональные семинары-практикумы, стажировки, школы мастерства.
Особый колорит творческому коллективу придает инструментальный ансамбль. Ансамбль «Уяв» проколесил почти всю Россию, побывал за рубежом, провел множество концертных программ, участвовал в фестивалях, конкурсах различных уровней, где достойно представлял родную Чувашию и Россию в целом. В 1990 году «Уяв» впервые появился на центральном телевидении Советского Союза в программе «Шире круг». За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России в 2020 году народному фольклорному ансамблю «Уяв» централизованной клубной системы города Чебоксары присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». В 2021 году коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции» и получил сертификат на 2 миллиона рублей на развитие деятельности коллектива. «Уяв» – хранитель духовного богатства чувашского народа, является гордостью нашей республики. С 35-летием! Я люблю свою работу очень. Я просто не представляю без этого свою жизнь. Мы с огромным удовольствием приветствуем в нашей студии руководителя этого коллектива Зинаиду Алексеевну Козлову. Зинаида Алексеевна, здравствуйте. Фольклор – это отдельный пласт культуры любого народа, и это слово так и переводится – народная мудрость. А эта мудрость собиралась веками народом, для народа и отражалась в первую очередь в устном и музыкальном творчестве. Биография Зинаиды Алексеевны неразрывно связана с чувашской этнокультурой. Мы знаем, что до создания фольклорного ансамбля «Уяв» был пройден непростой жизненный путь и проделана большая кропотливая работа. Зинаида Алексеевна, имея консерваторское образование, все-таки почему вы решили создать именно фольклорный ансамбль, а не вокальный, скажем? Я думаю, здесь вот все сказали уже. Мне нечего добавить. Просто я хочу сказать, что на моем пути встречались такие люди, которые видят мое стремление, помогали во всем. В Москве, это, конечно, в Гнесинке, я, честно говорю, не смейтесь, это как Фрося Бурлакова, честно, проверил, не хотели брать. Я культпросвет-школу закончила, школа, а не училище. Не хотели брать, но взяли эксперимент, выдержит или не выдержит. А потом я решила поработать в Государственном народном хоре. Хотела узнать, что такое головной регистр, микстовая группа, грудной регистр. Вот и самый такой красивый, сложный хор выбрала. Там многоголосный, 12-голосный хор. Когда я пришла туда в 1975 году, полгода ничего не могла понять, кто чего поет. Но потом тихонечко все здесь восстановилось. И Михаил Владимирович Чумаков говорит: Зина, Лев Львович приехал, христианцин. А с Львом Львовичем я еще в Гнесинском училище знакома была, потому что Лев Львович приезжал в Гнесинский институт читать лекции, как народную песню, ну как, разложить по куплетам там, по системе Станиславского. Театральные. Там не только мы, студенты, сидели. Там щукинцы, щепкинцы, народные артисты Советского Союза приходили. И моя мечта была попасть к Льву Львовичу Христианцину. Почему? Потому что Гнесинский институт, там больше академизированное пение. Такое полуприкрытое немножко. А Лев Львович рассказывал и показывал пример, и я почувствовала... Вот, до дрожи на спине я почувствовала, что это мое. Вот где мне надо учиться. Я, естественно, после Волжского хора поступила в Саратовскую консерваторию, но только с таким расчетом.
мне сказал Левшлевич: ты первая, единственная чувашка, ты обязана ехать в Чувашию, иначе диплом не получишь. Пригрозил. У вас, говорит, там прекрасный человек работает, музыковед крупный, Михаил Григорьевич Кондратьев. Тебе, говорит, надо с ним познакомиться. Что я и сделала, приехала. Но только с Михаилом Григорьевичем беседа очень большая была. И он мне сразу направил в Красночитайский район. Приехала туда, у меня глаза на лоб, я ничего не понимаю, ни говора, ни песен. Диалектная особенность другая. Там я сама Батарева, Комсомольская. Для меня это, ну, просто с одной стороны интересно, а с другой стороны страшно. Осилю или нет. И по сей день боюсь, честно говорю. Потому что очень сложно петь у них песни, потому что дыхалка хорошо должна работать там. И еще у них песни красивые, но сложные. Зинаида Алексеевна, в этом году вы отпраздновали 35-летний юбилей коллектива. На сегодняшний день в репертуаре Уява более 200 песен. Расскажите нам, пожалуйста, как происходит составление репертуарного плана? Какие жанры включены в репертуар вашего ансамбля? Ну, естественно, когда я репертуар подбираю, я сперва раскладываю коллектив. Сколько голосов у меня, вот подголоски в галлонном регистре, тонкими голосами поют. Вот всех разделяю, их возможности смотрю. Можно ли эту песню брать? Иногда они сами говорят: Зинаида Алексеевна, мы только начали учить, вы уже выбросили. Я говорю, не подходит нам. Я апробирую. А, естественно, что нравится... Естественно, я еще раз извиняюсь, я сама низовая чувашка. Мне больше нравятся мои с мелизмами, стрелями, с украшениями. Вот, южно-чувашский у нас лад красивый, который очень люблю. Вот, ну это южно-чувашский, это чисто теоретически, Михаил Григорьевич может объяснить это. Вот, но красивые песни. Вот, что еще? Так я создаю репертуар. Ну вот в чувашском, да и вообще, наверное, во всех фольклорах песни народные, они как бы делятся на праздничные, застольные, песни, которые поют на свадьбах, песни, которые там поют, когда работают. Я поняла вас, потому что у нас все жанры почти я охватила. Но у нас нет лесов, нет лугов, негде сено косить. Вот, я поняла. Дело в том, что там в Красночитайском районе я очень, не так уж много, но записала сенокосные песни. По-другому еще говорят барман юризем. Лесные песни. Вот это мне еще стоит долго изучить. Я так не могу подходить просто абы-кабы. И, собственно, сегодня на нашем мастер-классе, я думаю, мы и познакомим ансамбль с сенокосными песнями, да? Я думаю. Спасибо большое, Зинаида Алексеевна. Старинные обряды в основном сопровождались песнями, которые и дают нам возможность узнать о жизни наших предков, об их верованиях, общественно-бытовом укладе. И мы с удовольствием приглашаем на нашу площадку фольклорный коллектив Уяв, чтобы они могли нам продемонстрировать процесс разучивания обрядовых сенокосных песен. Ну что, будем учить? Прекрасно. Ну, тут обрядовые действия покажут нам или нет? Фильм какой-то был вроде. Да, пожалуйста. Да, это раздайте быстренько. Ага, я поняла. Да, извините, пожалуйста. Я хочу рассказать вам, прочитала интересный про обряд, вот этот сенокосный. Обряд это летний обряд, хотя иногда это, может быть, к обрядам не подходит. Это, значит, у верховых чувашей это торжественный праздник. Они все в чистом, нарядном, в чистом одеянии. Все дружно, всем селом.
старики, женщины старые, особенно молодые парни и девушки с трудовыми атрибутами, это значит сено косить, косу берут, там грабли, и потом еще кушать же надо. В общем, всем селом передвигаются, кто за Волгу, кто в луга, кто кому где выделено лесных делянках. Вот они там не на один день выезжают, а на несколько дней, даже и неделями были. Но до этого что они еще делают? Они чук делают. Чук – это обряд поминовения. Вот. Всем селом покупают быка. Кто овцу притащит, кто и кур пригонит. Вот и праздник. Они вот это все чук, это чук моления, чтобы хорошие сена много было, сухой, потом чтобы молиться, чтобы дождя не было. Во время, если там дождь будет, конечно, сена не видать уже. На зиму нечем кормить будет скот. Вот и собирались дружно, косили днем, работали там, старики помогали, и более старшие женщины варили, потом сено ворошили. А вечером что делать? Молодежь на месте не сидит. Парни и девушки костры зажигали, вот, игры играли, хороводились. Тут не только одна деревня. В округе какие там еще откуда-то с каких-то точек собирались все дружно, веселились аж допоздна. А потом, когда сено скошено уже, переворошив, просушив, они никого не оставляли без сена. Всем, на каждого человека выделяли вот это клочок сена, как мы говорим, стогами. И каждому человеку доставалось. О, как хорошо было. Зинаида Алексеевна, давайте в подтверждение ваших слов посмотрим небольшой фрагмент обряда удыжи в исполнении верховых чувашей. Пожалуйста. Ой,
Yurlarımız, taşlarımız, çizgiç boy, ırabi rektumallar, şanşarana şunca gidelimizde. Day jarim jara, kem yolmana bolzanda, ergime dolaşa, yorlamasa Ой, прощак выдать тебе, как железе вырвали, порнать поле мало, камборанза горе, ой. Посмотрели, увидели, что заметили. Интересное. Так, Я вначале услышала синкопированный ритм, такой четкий прям та-там, та-там, вот в песне. это характерно Да, для это верховых очень чувашей? характерно для верховых чувашей. А еще Еще костюмы, белые платья – это у верховых чувашей. Есть у нас еще средненизовые и низовые костюмы, очень сильно отличаются, разные костюмы. еще кто что может А еще я добавить? услышала диалектические изменения. То есть вместо Диалектологические, да, да? буква Мгм. У, они произносят букву О. То есть, например, хоржащава, счетщава. Ага. Это о чем говорит? Ага. У них это местные, да. Говор. Алексеевна, очень хочется услышать значение слова «юпле». Я сама заинтересовался этим словом «юпле». Это давно забытое слово. У нас просто это, на нашей стороне не «юпле» говорят, а «шалаш». Я так тогда поняла. Я словарь Ашмарин посмотрела, в самом деле «юпле». Так и раньше, наверное, называлось. У нас же в наше время сейчас очень многие слова выходят из обихода. Наш, как сказать, современный мир. Так, ну будем, пожалуйста, сейчас разучивать. У всех бумаги есть? Конечно, я извинюсь, ансамбль. Тут в этой тональности я с вами не спою. Я спою в своей тональности, потому что у меня от природы контральт, низкий голос. И на низком этом уровне спою вам. О да сине каймала, креплесява ятмала, сице нюпле тумала, савны патне тохмала, ой-яй. Очень интересно.
Так, теперь я вам поиграю в этой тональности, пожалуйста. Конечно, это не фортепиано, но сейчас попробуем. Извините, сейчас. Можно я так поставлю? Не мешай. Так. Первый куплет, посмотрите, пожалуйста. Так, ну попробуем за мной, пожалуйста, первый куплет. И... Куда-то торопимся. Процесс разучивания всегда более медленно идет. Мне хочется вот здесь вот... Уда сине каймала. Что они делают, слышали вы? Они вот... Нет, не надо глиссанда, а скольжение, вот так, с оборотом вниз спускается. Каймала! Вы сделали сейчас. Этого не надо. Каймала! И поставили, спокойно пропели. Давайте еще раз вот это отработаем, хорошо? Так, дикти пока не требую. Мелодии, слушайте друг друга, сосед соседа, внутренним слухом. Вы сейчас закладываете в себе это. Хорошо? Еще раз. И... Давайте попробуйте. Ставьте как следует. Дальше и... Тогда синкопированный ритм. Здесь тарарам. Так, теперь второй куплет посмотрим. Второй куплет. Тоже прочтите сперва сами на уме, а потом здесь, пожалуйста. Как там написано? Уда сёлма менлаях. Значит, на диалекте поем не сюма. Сюма это низовые, чуваши говорят. Сюма. У них как-то более мягче и напевно говорят. А здесь чувствуете, это сёлма немножко грубовато звучит. Но это дает, смотрите, сколько тянется. Тут на цепном дыхании прекрасно можно справляться. Давайте еще раз. Второй куплет. И... Не надо этого. Вот округленно. Пожалуйста, еще раз. И... Выручи
А теперь, пожалуйста, без великого фортепиано. Ладно? Пожалуйста, вот вам. Даю. Да. Пожалуйста, и первый, второй куплет. И. Удачи не каймала, приплещавает мало, и ценит лету мало. Согнивать не ток мало. Ой-яй. Ой-яй. Кто-то торопится из мужчин. Так, пожалуйста. А теперь темп пока не добавляем, не надо мне. Так, что я хотела сказать. Вот это 16-е в конце тарам резко бросайте. Некоторые попытаются еще продолжить. Надо хвостик вот так делать и бросать, и все. Потому что тут музыканты, которые знают ноты, у меня их там всего 4. Остальные не музыканты. Так, пожалуйста, теперь что мне сделаете, что я хочу у вас? Можем мы октавный унисон делать? Потому что они одноголосие поют открытым, полевым звуком, как мы говорим, на груди, немножко крича поют, как сказать, звонким голосом, зычным голосом. Естественно, они после работы идут или на сенокос на другой идут. У них, как физически крепкий народ, могут они, конечно, громко пропеть. Но задача искусственно созданного городского ансамбля другой совсем. Я хочу вывести головной регистр, хочу ввести грудной регистр, октавный унисон, только в другой тональности. Попробуем? Пожалуйста. Вот. Так, сопрано подголосок. Сколько у меня? Раз, два, три, 4. Так. Попробуйте четверо. Вот. Или вам высоко здесь? Так, стоп. Дальше. Сейчас посмотрим. Вот отсюда. Здесь можем. Пожалуйста. Все вместе. Ой. Попробуем. Тихонечко. И... Удачи не каймала, приплещавает мало, и ценит лету мало. Согнивать не ток мало. Ой-ой-ой. Так, теперь отсюда, пожалуйста, мне. Пожалуйста. Отсюда. Мне просто интересно, как вы преподнесете. Пожалуйста, тихонечко. И... Удачи не каймала, приплещавает мало, и ценит лету мало. Согревать не ток мало. Ой-ой. Спасибо. Так, теперь вот в этой же тональности, теперь темп прибавьте чуть-чуть. Пожалуйста. И... Удачи
Так, ритм только что сказали вы. Уже такое ощущение, вам шагать не хочется в этой песне? Хочется шагать. Это чувствует, например, шаговая песня. Я еще, пожалуйста, еще раз. И... Барабан молодец. Шака. Так, я с вас, конечно, сейчас в темповом отношении не могу требовать. Песню процесса разучивания, она всегда более медленнее, чем самый, который первоначальное звучание, темповое, совсем другое там. Видите, они как маршеобразно идут. Вот с этого и рождается, что, какое слово? Импровизация. Вот, например, головной регистр работает, грудной регистр работает. Мужчины еще в вас профунду куда-то ушли. Ну, они поиски пока. Вот на этой основе, в середине, какой-то там красивые секундочки скользящие, терции можно делать. И песня почти, можно сказать, трудоголосой становится. Наши это в городских условиях спокойно можно делать. Ну, давайте еще раз споем. Вот первый один, то есть все два куплета, но только в темпе. Можете? Пожалуйста, еще раз. Спасибо. И... Диалект соблюдайте, диалект. Ой, не говорите в конце. Дальше. Второй куплет. И... Конечно, сейчас не сравнить с первичным пением и вас. Вы очень скучно поете пока. Скучно. Потому что вы боитесь, что ли пока вот от текста не можете оторваться. От вас, конечно, это я свой репертуар веду. Согласие дорогих моих красночитайцев. Я ее по-другому немножко сделаю, уже в голове вертится у меня импровизация. Вот такого плана песня прозвучала. Спасибо красным читайцам. Зинаида Алексеевна, спасибо вам большое. Тем не менее, мне кажется, всем было очень интересно понаблюдать за этим процессом. Заинтриговали, если честно, всех. И вот, как мне сообщает наша техническая служба, очень много вопросов поступает от наших зрителей, людей, которые смотрят нашу прямую трансляцию нашего мастер-класса. Зинаида Алексеевна, будете отвечать на вопросы? Конечно. Ну, тогда, уважаемые коллеги, все те, кто смотрит нас, слово вам. Мы приветствуем вас. Для начала приветствуем Пензенскую область. Татьяна Алексеевна Чалак, специалист по методике клубной работы села Илим-Гора Неверкинского района. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Татьяна Алексеевна. Вы меня слышите? Мы вас слышим. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Зинаида Алексеевна, скажите, пожалуйста, всех ли желающих вы принимаете в свой коллектив? Если нет, то по каким критериям идет отбор? Конечно, если человек любит петь и ищет
какой-нибудь там кружок, ансамбль приходит ко мне, я никогда не выгоняю. Они сидят, послушают. Потом мы еще в конце для них специально поем какие-то песни. Вот. А потом уже некоторые встают, говорят спасибо, для нас это сложно. А другие остаются и будут где-то полгода пыхтеть. Я их сажаю сразу в творческую группу. У меня в каждой партии есть творческая группа, которые хорошо знают партии и с голосами. Вот у меня тут, например, вот подголоски стоят, сопрано стоит, альты, мужские голоса. Но, извините, сегодня не все присутствуют, с работы не отпускают. Ну ладно, мы справились. Вот. Ну, естественно, у человека есть терпение, есть желание, да есть голос, слух. А чего не брать-то? Спасибо большое, Зинаида Алексеевна. Татьяна Алексеевна, спасибо вам большое за вопрос. Большой привет передаем Пензенской области. Ну и двигаемся дальше. На связи Ульяновская область, наши соседи. Гаврилова Ираида Васильевна, заведующая отделом Центра чувашской культуры, Центра по возрождению и развитию национальных культур, филиала областного центра народной культуры Ульяновской области. Ираида Васильевна, здравствуйте. Не слышно. Ираида Васильевна. Звука нет. Включите звук на своем устройстве. Здравствуйте, Ираида Васильевна, здравствуйте. Добрый день, Ираида Алексеевна. Скажите, пожалуйста, вот вы распеваете с коллективом, и какие распевки вы используете для подготовки голосового аппарата? Конечно, скажите, пожалуйста. Спасибо, Ирина. Здравствуйте. В общем, без распева, конечно, тем более искусственно созданных городских ансамблях, распевка обязательно нужна. Откуда я беру? Естественно, с народных песен. Например, вот новую песню хочу разучить, я их на куски делю. Куплет, куплет, куплет. И, естественно, сперва, что такое примарная зона? Это разговорная зона. Как говорю, так и пою. Вот с этого начинаем мы петь, потом подключается тихонечко тонкие голоса, еще тоньше, потом обратно раскачиваемся вниз, вот так и гуляем по голосам. Ну, естественно, есть еще очень замечательно у нас в обиходе дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения это для чего делается? Чтоб диафрагма хорошо работала. Вот это дыхательное упражнение. Оно в наше время ковидное, прекрасное. Да. Чтоб плечи не двигались, но чтоб живот работал хорошо. Вот. Давайте, покажем один раз вот это. Пожалуйста, вот. Как лемех должен работать, вот тогда воздушная волна достигает до корня, все там ненужное вырывает. Если голова закружилась, значит вы правильно дышите. Вот. Но еще другие, чтобы руки двигались, ноги, вот корпус двигался, другие упражнения есть. Когда я училась в Гнесинке, у нас был врач-фониатор Чаплин. Вот, он работал с нами, а потом, когда я поступила в Государственный Волжский народный хор, после одной аварии у нас голоса пропали. Нас всех повезли в Москву. Знаете, кому? Самый известный фониатор, вокалист, врач Стрельникова. Мы у нее занимались где-то 10 вот таких дыхательных упражнений, и она нам вернула голоса. Это очень полезно. Но, с другой стороны, мы распеваемся буквенные распевы, слоговые распевы, целыми предложениями. Откуда я беру предложения? С чувашских народных песен. Но, естественно, я не чураюсь даже русских народных песен, распевы. Со всех народных хоров, они у нас 12, все беру тихонечко оттуда.
Спасибо большое, Зинаида Алексеевна. В общем, самое главное – это дыхание. Двигаемся дальше. Приветствуем Самарскую область. С нами Савельева Надежда Михайловна на связи, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля «Щелгущ» Большемикушкинского дома культуры и Соклинского района. Надежда Михайловна, здравствуйте. Надежда Михайловна? С Самарской областью наладим обязательно связь. Приветствуем Республику Татарстан, наших ближайших соседей. Кондякова Елена Львовна вместе с нами, руководитель народного чувашского ансамбля «Чегещ» Дома дружбы народов «Родник», город Набережные Челны. Елена Львовна, добрый день. Добрый день, уважаемая Зинаида Алексеевна, участники ансамбля УЯВ и мои коллеги. Зинаида Алексеевна, я на протяжении многих лет наблюдаю за вашим творчеством и не перестаю удивляться вашему таланту, вашему упорству. Мой коллектив Чегещ, и я в том числе... Вы для нас являетесь примером, эталоном чувашского фольклора. И, Зинаида Алексеевна, я хочу вам задать ряд вопросов. Есть ли в вашем коллективе участники, которые имеют музыкальное образование? И сколько лет самому старейшему участнику? И на протяжении скольких лет на протяжении скольких лет она посещает ваш ансамбль УЯВ? Спасибо. Спасибо. Естественно, потому что у нас в Чебоксарах в 1989 году мы открыли фольклорное отделение в музыкальном училище имени Федора Павлова. И потом в 1996 году тоже открыли дополнительное образование фольклорного направления в Чувашском педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева. Конечно, есть мои студенты, они уже закончили давным-давно, но они все равно во время студенчества, если 5 лет ходили в УЯВ, естественно, они и после этого, они все на своих местах работают. Если они в городе остались, они обязательно будут ходить в ансамбль УЯВ. Почему? Потому что, естественно, они у меня репертуар получают, пополняют для своего коллектива. Естественно, я еще с ними методику до сих пор даю им. Для меня это только радостно, когда мои студенты приходят ко мне учиться. Я у них тоже учусь теперь. Вот. А взрослые люди у нас, например, Сидорова Антонина Степановна. Я в УЯ вхожу с 1992 года. УЯ мне очень нравится, коллектив у нас очень дружный. Зинаида Алексеевна нас понимает, и мы очень рады, что у нас такой хороший коллектив. Спасибо всем. У Гены есть. Вот, пожалуйста, Геннадий Афанасьевич Степанов. Он у нас народный мастер по гобелену, художник. Он нашу УЯВ обеспечивает домотканными платьями, то есть тканью. Мы шьем костюмы. Но самое главное, что он делает, он пояса ткет прекрасные. Это, по-моему, на всю Россию он снабжает. Я закончил Московский текстильный институт в 90-м году. Потом сюда приехал в Чебоксары. И... С 91-го года. Да, я пришел в ансамбль в 91-м году. И с тех пор я работаю, учусь, пою, танцую, все делаю, что прикажут. Что прикажут. Спасибо. Спасибо вам тоже, Надежда Алексеевна.
Спасибо большое вам за ответы. Ответила я. Да, познакомились поближе с коллективом ансамбля «Уяв». Так, дальше. Республика Башкортостан на связи с нами. Романова Людмила Васильевна, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерджен» Бишбулякского дома культуры. Людмила Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Аваны по-нашему. Аван. Здравствуйте. Слышно? Слышно, да? Слышно. Я Чувашии знакома уже с 1981 года. Я потому что в тот год поступила учиться в ваше училище культуры. И ее закончила в 1983 году. Но там не было, конечно, народного пения. Мы закончили академическое. Я руководитель академического хорового коллектива. Ну вот, приехала я на свою родину и начала работать с коллективом. Работала долгие годы культорганизатором. Почему-то начинала с этого. Но в то же время вела народный коллектив. Не народный, а коллектив фольклорный. Потом в 2012 году мы защитили название народный с коллективом «Мерджен». И вот с этих лет я работаю с фольклором. В фольклоре, конечно же, самое главное исполнение песни, изучение своих обрядов, местных обрядов, традиций, песен. И мне очень интересно знать, ведь еще самое главное в ансамбле и костюмы, я думаю, что во что одет ансамбль. И мой такой вопрос, как вы думаете, как вы считаете, до скольки лет женщины могли носить чувашский женский головной убор хушпу? Хушпу носили, пока они не становились бабушками. Слышите, бабушками. Вот когда бабушкой становится, уже все, появляется пусть в сурбане. Понятно вам? Да, понятно. А еще можно вопрос? Можно. Есть ли в вашем репертуаре ансамбле репертуар вот сольного мужского гостевого танца? Вот у меня отец, он был 31-го года рождения, нам всегда показывал танец сольный чувашский, но мы всегда смеялись. Но сейчас, как руководитель коллектива, я понимаю, что у него были там и русские движения, потому что он служил в Германии, мы так считаем, 4 года служил по тем временам, 50-е годы, и я думаю, чисто вот народные движения он не мог показать. Я бы хотела посмотреть вот эти мужской, что ли? Пляску. Мужской? Да, мужской. Да. Ну, мужской это, во-первых, танцы это вообще индивидуальное явление. Как таково, тут профессионалы-хореографы, они фольклором не занимались, фольклорные движения, это танцы не собирали. Фрагментально, может быть, собирали, но мы это попытались сделать, и мы не бросили эту идею с Людмилой Николаевной Няниной. Вы, наверное, знаете ее, это очень известный хореограф Людмила Николаевна. Вот, мы с ней много ездили и по крупицам собираем фрагментальные танцевые движения. Она себе берет, я себе беру сюда. Ну, естественно, для меня фольклорные танцы. Вот я могу показать, как наши мужики в деревне пляшут. Вот наши мужики. Это почти как у вас же. Вы когда вот женщины пляшут, у вас тоже такие вот, как чем-то похожи на удмуртские движения. Я правильно говорю? Вот наши деревенские мужчины вот так пляшут. Я вон туда смотрю, извините, пожалуйста. Спасибо большое и за прекрасные танцы, Зинаида Алексеевна, да и вообще в целом за вопрос. Спасибо большое. На связи Москва, столица нашей страны. Алевтина Николаевна Тельцова, руководитель фольклорного ансамбля «Шевле» при Чувашском обществе города Москвы. Алевтина Николаевна, вы нас слышите? Здравствуйте. Салам, Иргон Бурнеде.
Салам Уявзен. Салам. Зинаида Алексеевна, вы для меня всегда были, есть и будете примером. У меня такой вопрос. Зинаида Алексеевна. Где вы шьете костюмы и обувь? И как создаете эскизы костюмов? На что обращаете внимание при этом? Прежде чем костюмы шить, я их долго изучаю. По деревням, по крупицам покупаю, закупаю. Что у низовых чувашей, что у средненизовых, что у верховых. Но когда была у нас художница прекрасная, Ильина Надежда Федоровна. Вот. Но Царство Небесное, она ушла. И еще, ну, у нас, как говорят, земля талантами полна. Русская из Тамбовщины приехала Татьяна Ивановна Петрова. Она и осталась в Чувашии. Вот. Мы с ней, вот прежде чем костюмы шить, я с ней теперь связана. Мы с ней и с ее дочерью, Краеведческий музей, там столько костюмов, верховых, средненизовых, низовых, детально все изучаем. Раз, и потом вот теперь у нее будем шить. И шьем уже. Сейчас обувь, конечно, у меня есть посредник хороший. Мне это Анатолий Владимирович Музыкантов подсказал. И, естественно, посредник не скажет, где шьет, но хорошо шьет. Вот сейчас ботиночки шили, сейчас сапоги заказали. Вот на эти 2 миллиона там кусочек. А что еще дальше? И потом с художником, с Татьяной Ивановной Петровой, вот, мы эти кусочки разрабатываем. Мы, естественно, я не могу низовых чувашей брать и прикрепить к средненизовым. Или у средненизовых прикрепить к верховым. Мы досконально изучаем, только потом на основе эскизов создаем костюм. Вот здесь еще вопрос я сама уже задаю. Аля, у тебя такой же искусственно созданный ансамбль в Москве. У тебя там костюмы такие же, как в Уяве должны быть. Почему? Потому что в Уяве у меня со всех районов, и у тебя также, со всех районов Чувашии там в Москве. Низовые, средненизовые, верховые. Но мы не ансамбль песни и танца. Одинаковые костюмы одного цвета, одного фасона не можем шить. В фольклоре это совсем другое дело. Это индивидуальность. В каждый костюм, даже вышивки и по цвету, они не должны повторяться. В том и ценность. Вот. И я по этому пути пошла. Сейчас заказала я 7 костюмов верховых, они уже дошиваются. Низовые сшиты у меня, а теперь к средненизовым. Я представляю через полгода Уяв, ну, цветуёчки. Спасибо большое, Зинаида Алексеевна, спасибо большое Москве. Ну а мы встречаем в нашей трансляции, приветствуем северную столицу, город Санкт-Петербург. Шмелева Татьяна Юрьевна, руководитель Чувашского фольклорного ансамбля «Телей» культурно-досугового центра «Красногвардейский». Питер, привет! Привет, всем добрый день. Благодарим за организацию такой встречи, мастер-класса. Мы очень рады присутствовать, видеть такой талантливый коллектив. Восхищаемся вами, Зинаида Алексеевна. Как хочется вам задать, также хотелось по костюмам, вот нам, что вы советуете, на что акцентировать? В коллективе у нас тоже разные, с разных этнографических групп, каждый хочет по-своему. Мы сейчас молодой ансамбль, хотим развиваться и расти в этом отношении. Ну и также второй вопрос, как вы зажигаете зал? Как у вас хочется с вами пуститься в пляс? Как удержать зал, зрителей, чтобы вот, на что нам акцентировать, как это нам суметь? Спасибо. А вы пригласите нас, а мы вам покажем.
намек понят. Насчет костюмов. Что Москва, что Петербург, что Чебоксары. Я рассказала уже, что можно делать. Искусственно созданные коллективы, они. Я, например, когда долго думала, но мне помогали художники и мой любимый педагог Михаил Григорьевич Кондратьев. Я его доканывала, конечно, но он мне... Если бы не он бы, этому уяву, наверное, не быть в правильном направлении. И вам того же желаю. Приезжайте, мы с вами походим, и методику дадим, костюмы с каких... Вот я что я сделала в Уяве, когда первые костюмы шила. Я у всех расспросила, кто из каких районов, и выделила... Вот это вы, тут, значит, средненизовые, вам несколько костюмов. Вот пока, ну, естественно, я низовая чувашка, так своих больше туда сунула. С оборками, красные, синие платья в клетку. Ну, а сейчас вот не так думаю, потому что я ближе познакомилась с верховыми чувашами. Там очень красивые песни, но они сложные. Они почти 2,5 октавы поют. Мне это надо осилить. Это все впереди. Вот приезжайте кто-нибудь, мы походим, посмотрим и дельный совет дадим. Спасибо большое. Мы благодарим всех наших коллег, которые вышли с нами на связь. И еще раз большой вам привет из Чувашской Республики. Спасибо большое, Зинаида Алексеевна. Спасибо большое, ансамбль, за подробные ответы на очень интересные вопросы. Ну, мы продолжаем наше мероприятие и предоставляем сейчас слово любимому преподавателю Зинаиды Алексеевны, как она сама сказала, музыковеду, фольклористу, доктору искусствоведения, профессору академику Международной академии наук педагогического образования, лауреату премии Комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, лауреату Государственной премии Чувашской Республики, заслуженному деятелю искусств Чувашской Республики и Российской Федерации, главному научному сотруднику Чувашского государственного гуманитарного института Михаилу Григорьевичу Кондратьеву. Михаил Григорьевич, здравствуйте. Приветствую вас. Слышно? Микрофон работает? Давайте. Спасибо за приглашение, спасибо за возможность участвовать в таком мероприятии. Знаете, я с самого начала вот наблюдаю это и вспоминаю вот все 35 лет. Вообще мы почти 40 лет знакомы с Зинаидой Алексеевной, потому что еще до образования коллектива мы с ней познакомились. Она студентка еще была в Саратовской консерватории. И хочется мне, знаете как, назвать то, что перед нами происходит. И то, как это можно все назвать. Это феномен Козловой. Вот, может быть, книгу, я думаю, интервью с ней, что ли, сделать. Если она найдет время, ей всегда некогда. Но это найдем. Вот, она обещает, что найдем. И вот эту книгу можно будет назвать «Феномен Козловой». Конечно, можно говорить и феномен ансамбля Уяв, но без Козловой такого ансамбля бы не было. И много чего бы не было. Потому что Зинаида Алексеевна, как вот иногда говорят, появилась в нужное время в нужном месте. Что это значит? Что это было за время? Начало 80-х, вот середина 80-х, когда сам коллектив образовался. У нас гастролировал ансамбль Дмитрия Покровского, в свое время знаменитый. Покровского сейчас нет, но ансамбль продолжает. Другие есть московские коллективы. Андрея Кабанова мы приглашали, он у нас в конференции участвовал, руководитель казачьего ансамбля в Москве. И вот эти наиболее, можно сказать, выдающиеся даже музыканты, фольклористы, которые показали, что такое современное фольклорное движение. Когда появилась Козлова, я понял, что у нас есть надежда влиться вот в это фольклорное движение. Что же это такое фольклорное движение? Это современная форма. Вот сегодня мы видели их исполнение, их репетицию, разучивание новой песни. Совершенно незнакомый им, это красночитайский фольклор. До сих пор я не слышал, чтобы они исполняли. Сама Козлова, с другой стороны Чувашии, она низовая, она 3 чувашка. Вот. Ну вот осваивает верховой.
фольклор, и весь коллектив вместе с ней осваивает. Вот это современная форма жизни народного творчества. Мы почти потеряли в 20 веке живой фольклор. У нас очень хорошо развивалась самодеятельность, хоровая музыка. И то, что называли народные песни, это всегда было обработано и переработано композиторами, режиссерами, всякое. Почти потеряли. А вот современная фольклорная волна, которая поднялась, благодаря, конечно, лидерам, вот я назвал двоих, ну, там еще несколько. Сейчас продолжается это все. Русская культура очень богата фольклора и современным фольклорным движением. У нас тоже несколько коллективов, но вот первый лидерствующий это была Козлова, которая и образование, она и в Москве училась, в Гнесинском училище, и в Саратовской консерватории. Она вот это уловила. И самое интересное, насколько было это трудно, Зинаида Алексеевна, если меня сейчас слышит, за сценой, мы иногда встречаемся и вспоминаем, ее не приняли в Чувашии. И сначала после консерватории ее устроили, ну, определили на работу нового молодого специалиста в филармонии, а потом уволили как профнепригодного. Вот, по-моему, формулировка такая была. Я, правда, сам приказ не читал, но отношение было. Это вот где-то 84-й, что ли, год. Зинаида Алексеевна уточнит. А ансамбль в 85-м году уже выступает. Другой. Не филармонический. Он так и филармоническим не стал. А почему? А потому что то, что принесла Козлова с ее фольклорным вот этим репертуаром и, самое главное, формой исполнения, с материалом таким аутентичным, это было непривычно. Ну, для народа-то это прекрасно, а вот для руководства культурного нашего в республике оказалось странным. Вот и судьба такая, что она едва не уехала. Спасибо, что все-таки осталась она, несмотря ни на что. И сегодня она, значит, вот, собственно, в расцвете сил, возможностей и, ну, конечно, в зените славы. Дай Бог, чтобы это и дальше продолжалось. Причем не только в республике, теперь вся Россия, и не только Россия, и за рубежом, всегда, если видит вот такое исполнение, которое показывает ансамбль Козловой, то это, ну, несомненный успех, потому что вот этот аутентичный материал фольклора, он очень богат. Даже вот ту песенку, что сегодня разучивали, она довольно скромная, маленькая, вот, сенокосная у Дозири, вот они, так сказать, показали, как можно разучить. Очень интересно с точки зрения, ну, можно сказать, даже научной. Потому что в этой маленькой песенке очень сложная формула, которую надо ощутить. И если разучивать профессиональным хором, то это вот за 10 минут не разучишь, потому что она сложна конструктивно. Ну, сейчас о таких конструкциях народной музыки говорить не будем, но вот Козлова свой коллектив учит вот так. Они все интуитивно воспринимают. Это чувашская традиция, это формула чувашская. Пусть она незнакомая, но легко входит, так сказать, вот в душу и в исполнение. Они могут теперь на концертной эстраде это показывать на сцене. Вот. Это городская культура современная наша в Чувашии, которая, конечно, хотим не хотим, сельская, крестьянская культура постепенно отходит со своими традициями, все больше и количественно город преобладает, и в культурном отношении город уже показывает. Вот фольклор, как в Западной Европе, в Германии, даже вот венгры, у них фольклор есть, но он давно уже, в Германии 500 лет он уже не аутентичный, а профессионально так. В Венгрии, вот они к нам приезжали в конце 20 века много раз, говорили: о, вы еще ходите по золоту, у нас это было еще живое, можно было. Сейчас в 21 веке уже истощается, значит, вот это естественное бытование. Зато начинает развиваться, бурно развивается вот это сценическое исполнение, то, что Зинаида Алексеевна назвала искусственные коллективы. Городские коллективы, но они транслируют уже продолжение народной исконно крестьянской культуры. Ну вот, что можно сказать, много не буду говорить. Вот это, да,
очень важно то, что почему она в нужное время еще попала. Одно дело, там русские, московские коллективы показывали, как это может быть. А другое дело, у нас в Чувашии именно в 70-х годах, в начале 80-х новый процесс шел в фольклорном, в науке о фольклоре, о чувашской народной музыке, о чувашском народном костюме, об украшениях. Я тут Алексея Александровича Трофимова обязательно фамилию хочу вспомнить. И вот когда Козлова пришла к нам, она восприняла вот эти новые научные данные, как это может быть и как это должно быть. И то, что она рассказывает, это, собственно, взято из источников, можно сказать, самой надежной научной информации современной, которая, эта информация существует у нас, слава богу, наука, простите, гуманитарная развивается. И вот это сочетание и есть современная жизнь фольклора, и в этом будущее нашей устной культуры музыкальной. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Григорьевич, за такой подробный рассказ о Зинаиде Алексеевне, да и вообще, в принципе, об ансамбле «Уяв». Мы благодарим вас. Спасибо вам большое. В современном мире проблема сохранения и трансформации фольклорных традиций является одной из основных проблем, а фестивали конкурса остаются главной составляющей частью мероприятий по сохранению, изучению и дальнейшему развитию фольклорных традиций и ремесел. Министерством культуры Российской Федерации и Государственным Российским Домом народного творчества имени Василия Поленова с 2019 года в целях сохранения и развития фольклорных традиций народов России и выявления самобытных фольклорно-этнографических коллективов и исполнителей, повышения их исполнительского мастерства, популяризации лучших образцов традиционной народной культуры, ознакомления с перспективным опытом изучения и сохранения традиционной народной культуры в регионах, укрепления профессиональных и дружеских контактов между творческими коллективами Российской Федерации проводится Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. И как хорошо, что в 2021 году, в 21 веке технологии позволяют проводить такие онлайн-мастер-классы. И как вы могли заметить, наша такая, скажем, студия находится в городе Чебоксары, в Дворце культуры тракторостроителей. Вот так вот на зеленом фоне, вот так мы ведем эту прямую трансляцию. Но хочу открыть небольшой секрет. У нас есть еще одна такая же студия, но находится она в Москве. Поэтому прямо сейчас выходим на связь с Москвой. Из такой же студии разрешите предоставить слово члену жюри Всероссийского фестиваля конкурса, заслуженному артисту Российской Федерации, артисту-вокалисту, хормейстеру ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, Ключникову Павлу Анатольевичу. Павел Анатольевич, здравствуйте. Уважаемые коллеги, спасибо большое за такую приятную возможность поучаствовать в этом проекте, в этой онлайн-конференции, мастер-классе народного коллектива «Уяв». Здравствуйте, Зинаида Алексеевна. Очень приятно вас видеть в добром здравии и в хорошем настроении. Вот я сейчас нахожусь в студии и слежу за вашим мастер-классом и открываю для себя что-то новое. И замечаю некоторые вокальные приемы, которые вы используете в вашей вокальной практике. И открыл для себя что-то интересное, чего я не знал ранее. Спасибо большое за вашу прекрасную работу. Получаю истинное удовольствие от того, что наблюдаю, как вы работаете со своим коллективом, насколько точно, правильно и интересно вы подаете материал. Как все это происходит, это просто завораживает. Результат вашей работы я вижу уже сегодня. Это коллективы, которые возникают в нашей стране повсеместно, вот и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И я знаю, что на Камчатке даже есть коллектив чувашской народной песенной культуры. Замечательная работа тех людей, которые истинно болеют за свой край, за свою культуру. И большая, конечно, заслуга в этом тех людей, которые являются идейными вдохновителями. Это, конечно же, вы, Зинаида Алексеевна. Спасибо вам большое. И подобные проекты очень нужны и важны для всей нашей страны, потому что вот на примере вашего коллектива можно создавать подобные проекты, которые будут очень интересны большому количеству слушателей, зрителей. Проекты, которые будут охватывать не только чувашскую песенную культуру, но и многие другие песенные культуры народов, которые живут в нашей стране.
чувашская культура очень богата, потому что там очень много людей, которые занимаются конкретными изучениями особенностей. Допустим, это относится к танцевальной культуре, к песенной культуре низовых, средненизовых и верхних чуваш. Сегодня мы посмотрели очень много интересных номеров. Большое, огромное спасибо за то, что вы дали нам такую возможность. Долгих лет вам жизни, творческого благоденствия и всего вам доброго. Продолжаем следить за вашим творчеством. Спасибо большое вам, Павел Анатольевич, благодарим вас. Ну и, собственно, уважаемые зрители нашего прямого эфира, нашей трансляции, мы хотим сейчас вам продемонстрировать именно тот номер, который ансамбль «Уяв» показывал на конкурсе. Пожалуйста. Спасибо большое, Уяв, за эту красивую песню, за это прекрасное выступление. Государственный Российский дом народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова является центром по координации и информационно-методическому обеспечению деятельности региональных домов народного творчества, организации масштабных фестивалей, конкурсов и смотров в сфере народного творчества и любительского искусства, формированию каталога объектов нематериального культурного наследия народов России. И с огромным теплом мы приветствуем специалиста по народно-певческому жанру Государственного Российского дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова Лидию Геннадьевну Рогачеву. Лидия Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, Татьяна Васильевна, Зинаида Алексеевна, участники фольклорного ансамбля «Уяв». А также приветствую всех, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире и будет смотреть позже в записи. К сожалению, с нами сегодня не могут присутствовать директор Дома народного творчества имени Поленова Тамара Валентиновна Пуртова, заведующий отделом народно-певческого искусства Петр Алексеевич Сорокин, нашего доброго друга, постоянного члена жюри наших проектов, конкурсов Наталья Николаевна Гилярова, профессор Московской консерватории имени Чайковского. Тамара Валентиновна и Петр Алексеевич в данный момент в Курске на юбилейном 10-м всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. Наталья Николаевна также в рабочей командировке на Кубани. Но я с большим удовольствием передаю огромный привет и пожелания дальнейших творческих успехов. Несмотря на все сложности, 2021 год богат на фестивали, конкурсы и различные творческие проекты. Но все же самым значимым и важным является проведение
в рамках национального проекта культуры Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов. Как говорили сегодня ранее, этот проект стартовал в 2019 году. Этот масштабный фестивально-конкурсный проект рассчитан на 6 лет, и уникальность его в том, что впервые в современной истории 120 любительских творческих коллективов получают грантовую поддержку в размере 2 миллионов рублей. За трехлетнее проведение уже этого конкурса 60 из этих коллективов уже получили свои гранты. Им удалось улучшить материально-техническую базу, приобрести костюмы, обувь, музыкальные инструменты. Многие из них впервые за несколько лет смогли выехать на гастроли, организовать фольклорные экспедиции. В 2019 году фестивально-конкурсное мероприятие удалось провести в живом формате в Саратове, в Ростове-на-Дону, Твери, Томске и Хабаровске. В этих мероприятиях приняли участие 250 творческих коллективов. Это свыше 4000 исполнителей. 2021 год объединил 263 коллектива из 84 регионов Российской Федерации. Бесспорными лидерами среди победителей и среди представителей всех жанров стали фольклорные этнографические коллективы. На примере лучших фольклорно-этнографических коллективов мы видим серьезное отношение руководителей к организации своей деятельности по сохранению, изучению и популяризации национальных традиций. В 2019 году это 13 коллективов из 20 фольклорно-этнографические. В 2021 году половина коллективов нашего направления. Немаловажным условием гранта является тиражирование того опыта и исполнительского мастерства, которым владеют руководители и участники ансамблей. Сегодня они проводят концерты в регионах, мастер-классы, делятся опытом по организации работы с коллективом и актуализации традиционной культуры. Благодаря вот таким мастер-классам, на котором мы сегодня с вами присутствуем, мы можем познакомиться, мы уже познакомились с уникальной песенной традицией семейских Забайкалья. А я напомню, что культура семейских старообрядцев занесена ЮНЕСКО в список список шедевров нематериально-культурного наследия. Мы уже смогли познакомиться с красотой мордовского многоголосия и с песенным инструментальными традициями Мокши и Эрзи. Увидели, как самобытные артисты из поселка Усть-Ордынский 35 лет изучают, сохраняют и популяризируют бурятскую культуру. И сегодня мы смогли узнать и увидеть традиционную культуру всех 3 этнических групп чувашей. И в заключение хотелось бы сказать, что несмотря на процессы глобализации и унификации народной жизни, традиционная культура жива. Благодаря вот таким энтузиастам, которые бережно хранят, бережно относятся к истории и культуре своего этноса. Лидия Геннадьевна, спасибо вам большое за такие слова. Мы благодарим вас, а также сотрудников Дома народного творчества, все, кто причастен к этому событию. Спасибо всем вам большое. Конечно, большое спасибо всем, кто нашел время, подключился и приехал к нам на мастер-класс нашего лауреата Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов, заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, народного фольклорного ансамбля «Уяв» города Чебоксары.
Чувашия является хранительницей духовного богатства чувашского народа, где бережно сохраняет свою уникальную культуру, приумножает и кропотливо оберегает народные традиции, ремесла и фольклор. И бесспорно одной из важнейших задач любого фольклорного коллектива стоит передача памяти о своем прошлом будущим поколениям. Мы приглашаем всех посетить нашу гостеприимную Чувашскую республику, в которой каждый сможет найти 100 тысяч песен, вышивок и различных узоров. Сывы булар, те предаль был учен. До новых встреч. Спасибо за внимание.